эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Толщина льда на основных реках Якутии составила меньше нормы. Отклонение от средних многолетних значений составляет до 28 сантиметров. Новые возможности для участников СВО. Якутия увеличивает квоты на работу. Сохранить связь поколений и быть наглядным примером истинного патриотизма. Парта героя появилась в школе номер 13 в память о подвиге ее выпускника. Сериал НВК «Саха Джулустан» стал победителем всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ «Регион». Награда завоевана в номинации «Игровой фильм-сериал». Когда фольклор встретился с изобразительным искусством, в Якутске стартует выставка «Ожившая песня Ланхо». Госдума приняла закон о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Ожидается, что экономика России продолжит расти, увеличившись за эти 3 года почти на 7%. Инфляцию планируют удерживать на уровне около 4% в год. Также страна планирует собирать все больше денег в бюджет. Причем основная часть будет поступать не только от нефти и газа, но и от других источников. Расходы также будут расти, и в каждой из этих 3 лет ожидается небольшой дефицит бюджета. То есть тратить будут немного больше, чем зарабатывать. Внутренний государственный долг немного увеличится, а вот внешний, наоборот, уменьшится. Копилка страны, фонд национального благосостояния останется стабильной. Якутия стала лидером по выдаче земли на дальневосточный гектар. Количество заключенных договоров о безвозмездном пользовании составило 22 400. Для получения земельного участка необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Затем войти в личный кабинет на сайте надальневосток.рф, используя выданные логин и пароль. На портале выбрать земельный участок на Дальнем Востоке и в Арктике и нажать «Получить безвозмездное пользование». Сформировать земельный участок на карте ВИЗ на Дальний Восток. Но толщина льда на основных реках Якутии составила меньше нормы. Отклонения от средних многолетних значений составляют до 28 сантиметров. В пределах нормы толщина льда наблюдается на реке Лени у Покровска и Кангалас, на реке Вилюй в районе метеостанции Хатыры-Кома. На реках севера и северо-востока республики толщина льда наблюдается меньше нормы от 10 до 25 сантиметров. В декабре же в Якутии планируется открытие большинства основных ледовых переправ. Первой уже в первой декаде месяца к эксплуатации допустят переправу Хатас-Павловск на реке Лени. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Движение автотранспорта через реку Алдан по маршруту Хан-Дагомегин-Алдан стартует 1 декабря. В этот же день будет разрешен проезд для автомобилей массой до 4 тонн на участках реки Вилюй в районах сел Верхневилюйск, Кюндядя, Устье и Крестьях. Ключевая ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях откроется позже, с января будущего года. Открыт автоземник на дороге Алдан в Тампонском районе. Разрешено движение транспорта с общим весом до 40 тонн. Во избежание аварийных ситуаций и сохранности автоземника Управление автомобильных дорог Якутии настоятельно рекомендует не пренебрегать допустимой грузоподъемностью и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. А вот на автодороге Умнас в Якутии ведутся ремонтные работы. На участке с 20 по 28 километр монтируют водопропускные трубы. Для автомобилистов введены специальные схемы организации движения. Вдоль всей рабочей зоны размещены предупреждающие знаки. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим и проявлять предельную осторожность при движении по указанному участку дороги. Завершение реконструкции запланировано на осень 2027 года. В мэрии Якутска работодатели обсудили вопросы выполнения квот в этом году по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также наметили планы дальнейшей деятельности. В целях повышения уровня трудоустройства участников СВО в следующем году будет предусмотрено увеличение квоты. Подробности в следующем сюжете.
Якутия стала одним из первых субъектов России, который начал применять меру стимулирования трудоустройства участников СВО как квотирование рабочих мест. На сегодняшний день в республике план трудоустройства ветеранов боевых действий выполнен почти на 82%. Они работают в 208 организациях и трудятся в самых разных сферах – от ЖКХ до инженерии. Одним из ведущих организаций, выполняющий план по квотированию, является филиал в Якутии Российской телевизионной и радиовещательной сети. У нас есть и рабочие специальности, куда трудоустроены граждане с инвалидностью, и специальности инженерно-технического состава, куда устроены граждане, принимавшие участие в специальной военной операции. 3 сотрудника, к сожалению, один по состоянию здоровья уволился, у него военная травма, но остальные ребята трудятся замечательно, мы довольны, и они тоже. В следующем году будут увеличены квоты для трудоустройства участников СВО. Она будет приравнена к тем же условиям, которые предоставляются гражданам с инвалидностью. Для работодателей с численностью работников более 100 человек квота составит 3%, а для организаций, где работают от 35 до 100 человек – 2%. Она будет установлена, данная квота для участников спецвоенной операции, по аналогии как инвалиды. Если на сегодня она рассматривается вот по 4 категориям, и в том числе участники специальной военной операции и их члены семей в одном порядке, да, а сейчас будет отдельная, это категория граждан. В Якутске предоставляются и оказываются целый ряд мер поддержки, как социальные выплаты, так и помощь в профессиональном обучении по востребованным профессиям или в открытии собственного дела. Вчера ко мне вот тоже приходили участники СВО, ветераны, ребята. Они создали цех по протезированию, уже сами создали. Вот. Благо фонд защиты им в этом помогает, да, и деньги выделяются. Вот. Много ребят мы устроили в окружную администрацию, в структуру окружной администрации города Якутска. Поэтому здесь каждый, как говорится, руководитель, он должен показать свою поддержку реальными действиями. Проект закона уже прошел публичные слушания и рассмотрен в первом чтении. Окончательно принят будет во втором чтении пленарного заседания Илтумен, который состоится в конце ноября. Вступление изменений в силу планируется с 1 марта следующего года. Таяна Федорова, Элита Махно, Якутск. Сохранить связь поколений и быть наглядным примером истинного патриотизма. Такова цель проекта «Парта Героя», который увековечивает подвиги бойцов СВО в школьных стенах. Такая парта появилась и в школе номер 13 в память о подвиге ее выпускника. Петр Васильев с подробностями. Служить удивительной стране, как поется в гимне юнармии, выбрал и Аял Лазарев. Спортсмен, активист и пример для подрастающего поколения. Он выпустился из стен столичной школы номер 13 в 2019 году. Прошел срочную службу в армии, в танковом полку, был сапером. Этой весной он отправился защищать родину в зону специальной военной операции. Аяла семью я знаю тоже очень хорошо. У Аяла 2 детей. Старший сын вот Даниэль и младший сын Артем годик. Вот. В апреле вот этого года Аял мне сказал: тетя Наташа, я подписал контракт. И вот в июне, 11 июня мы узнали, что вот Аял погиб. А хотя он со связи пропал еще с 10 мая. Последняя связь была 10 мая, когда он написал нам, что он пошел на боевую задачу. Аял героически погиб, исполняя свой долг и защищая Отечество. Память о нем будет жить не только в сердцах его родных и близких, но и в каждом ученике школы, в которой он и сам когда-то рос и получал знания. Сегодня здесь установили парту героя. Теперь его имя здесь, как вечный образ, на который нужно равняться. Эта идея, чтобы увековечить память о нашем выпускнике, героически погибшем, чтобы память о нем сохранилась у всех, не только у наших ребят, коллектива и всех тех, кто знал и знает. Это не первая подобная парта как в городе, так и в республике. Сегодня за ними сидят множество юных жителей нашего региона. К слову, право на это имеют те, кто добился успехов в учебе и принимает активное участие в жизни школы. Дружили с детства, был хорошим человеком, веселым, добрым, отзывчивым. Радует, что открывают парты достойного уважения.
Ну, про Аяла я могу сказать лишь только хорошее, что он был очень отзывчивым, очень дружелюбным, очень общительным, любил помогать, всегда приходил на помощь. То есть, это на самом деле неожиданный момент для нас, для всех, и мы очень рады. Безусловно, подвиг Аяла останется в памяти у всех, кто его знал, на долгие годы. А парта героя станет для школьников местом, где они смогут не только узнать о подвиге своего земляка, но и задуматься о настоящих ценностях – патриотизме, чести, долге и ответственности. Петр Васильев, Диана Антонова, Артумен Наговицын, Якутск. В Нерингре отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом обстановка по совокупному населению сегодня не превышает эпидемических порогов, однако уже отмечается значительный прирост случаев заболеваемости в разных возрастных группах. Подробности в сюжете наших коллег из Нерингре. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению в Нерингре увеличилась в 1,5 раза – от 400 до 600 случаев за неделю. Резкий скачок заболеваемости произошел среди школьников от 7 до 14 лет и среди взрослого населения. У нас стал выявляться вирус гриппа на территории района, и уже за прошедшие 2 недели зарегистрировано 18 случаев. Причем, что характерно для регистрации этих случаев, они все сопряжены с такой сложным течением. Сразу резкий подъем температуры до 39-40 градусов, которая сложно сбивается. Плюс к этому ломота во всем теле, то есть признаки серьезного интоксикационного воздействия, размножения вируса гриппа в организме человека, головные боли и так далее. Из 18 зарегистрированных случаев гриппа 16 среди детского контингента. Также в детской возрастной группе увеличилось количество вызовов врача на дом – более 200 в день. Пришлось нам организовать в срочном порядке дополнительные бригады медицинских работников для обслуживания этих вызовов. Выгнали 4 дополнительные бригады в город. Помимо участковых педиатров они обслуживали вызова. Также мы здесь на базе детской поликлиники 3 кабинета неотложной помощи у нас функционируют в первой половине дня и 1 кабинет во второй половине дня, чтобы пациенты могли попасть день в день на прием к врачу и получить рекомендации по лечению. Что касается взрослого населения, зачастую они переносят заболевания на ногах, что может вызвать серьезные осложнения. Если мы говорим про уже случившуюся простуду, соответственно, при повышении температуры вы можете обратиться в поликлинику для взрослых самостоятельно. Обратившись в регистратуру, вас направят в кабинет неотложной помощи, который работает с 8 утра до 8 вечера. И таким же образом вы можете вызвать врача на дом по единому номеру 122, добавочный 2 и 2. В случае появления признаков ОРВИ не следует посещать работу, учебу, необходимо вызвать на дом врача и выполнять назначенное лечение. Для профилактики ОРВИ и гриппа следует проводить вакцинацию. У привитого человека вероятность заражения как минимум в 3-4 раза ниже, чем у непривитого. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингре. Сегодня отмечается День педиатра, праздник, посвященный врачам, чья профессия связана с заботой о здоровье детей. Среди множества достойных представителей этой профессии выделяется врач-педиатр и специалист ультразвуковой диагностики из Мирнинского района Анна Богуш. Подробности далее. Анна Богуш посвятила свою жизнь делу помощи детям, обеспечивая своевременную диагностику и лечение заболеваний, начиная с самого раннего возраста. Ее профессионализм и внимательное отношение к каждому пациенту заслужили признание коллег и благодарность родителей. В медицине я работаю с 2012 года. Я начала свой путь в Мирнинской ЦРБ санитарки. Приезжала сюда на летние каникулы между сессиями, между учебными годами, и потом медсестрой, и после завершения интернатуры приехала сюда уже в роли врача в 2016 году, врача-педиатра. Своевременная диагностика играет огромную роль в профилактике и лечении детских болезней. Благодаря своей работе Анна помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на полное выздоровление ребенка. Свой шарм нашей профессии врача-педиатра – ты собираешь всю информацию, начиная с того, как заходит пациент к тебе в кабинет,
как мама себя чувствует, что она рассказывает. Иногда действительно ты ловишь такие моменты. Мама говорит, я не могу понять, что с ним, но с ним что-то не так. И ты действительно уже начинаешь присматриваться к ребенку, отмечать все вплоть до, естественно, там, цвета кожного покрова, глаз, ногтей. Ты рассматриваешь все, собираешь в единую картинку, все по маленьким пазлам. Совсем недавно Анна приступила к исполнению обязанностей заведующей молодым отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. Под ее руководством отделение будет заниматься профилактическими мероприятиями, диагностикой и лечением заболеваний среди школьников и студентов, обеспечивая комплексный подход к охране здоровья подрастающего поколения. В команде с фельдшерами мы налаживаем работу непосредственно в образовательных учреждениях, там, где дети проводят половину своего времени, будней. Ежедневный труд врачей-педиатров, таких как Анна Богуш, заслуживает особого внимания и уважения. Их работа требует не только глубоких медицинских знаний, но и способности находить общий язык с детьми, создавая атмосферу доверия и комфорта. Анна Васильева, Мирный. Алроса продолжает работу по защите и сохранению лино-оленёкской популяции дикого северного оленя. Совместно с якутскими учеными компания уже несколько лет реализует проект по мониторингу, охране и восстановлению численности диких северных оленей Якутии. Недавно ученые завершили этап по подсчету их численности, установили пути миграции и места остановок. О том, какую оценку состояния популяции дикого северного оленя дали ученые, расскажет наш корреспондент Анастасия Пуляева. Мониторинг миграции диких оленей в Якутии при поддержке Алроса проводится с 2016 года. Якутия считается единственным регионом, где удалось сохранить численность лино-оленёкской популяции диких северных оленей. Спутниковые ошейники позволяют передавать постоянные данные о местонахождении животных. Сегодня насчитывается около 71 тысячи оленей. Это данные авиаучета, которые якутские ученые провели в этом году при поддержке Алроса. В 2025 году непосредственно при поддержке компании Алроса мы провели авиаучетные работы, где мы определили численность и состояние оценку состояния оленей. Их насчитывается около 71 тысячи. Полувозрастной состав, доля самок и самцов – это тоже один из важных таких вопросов. То есть от этого зависит состояние животных, то есть у них 1 к 3. Ну и также по молодняку, это телята, они более 25%, это очень хороший показатель. Алмазы, наоборот, очень хорошо нам помогли, то есть предоставили авиапорт свой, у них находится в Молодо. Мы там базировались, им огромная благодарность. Защита лино-оленёкского северного оленя – одна из стратегических задач компании Алроса по сохранению природного баланса Якутии. Дикие северные олени мигрируют по обширным территориям Мирнинского, Оленёкского и Нюрбинского районов, заходят в Жиганский и Булунский районы. Увеличить численность единственной оставшейся популяции без проведения охранных мероприятий и мониторинга практически невозможно. А без дикого северного оленя сохранить традиционный уклад жизни и промысел коренных малочисленных народов Севера нельзя. Дикий северный олень является индикаторным видом, видом очень важным в том числе для традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Поэтому компания уделяет большое внимание успешной реализации, комплексной реализации мероприятий, направленных именно на сохранение дикого северного оленя. Лино-оленёвская популяция – это единственная на сегодняшний день популяция диких копытных, которая имеет промысловое значение. В общем-то, этот ресурс, который надо охранять, надо беречь. Ну и, соответственно, тут в этом хорошее содействие, хорошую помощь оказывает Алроса. Алроса на протяжении многих лет работает над защитой дикого северного оленя Якутии вместе с учеными Института биологических проблем и криолитозоны, Дирекцией биологических ресурсов и местными жителями, которые помогают устанавливать спутниковые ошейники в период осенней миграции. Вот эти, когда ошейники установили, мы точно знаем, каждый день видим, где олени проходят и так далее. Поэтому у нас возник тесный контакт с оленеводами Оленёкского района. И вот эти пути потом мы им сообщаем, где ваши стада. И они вот смотрят тоже этот путь, и они стада свои отводят оттуда. Потому что домашний олень, он свободно не ходит. Домашний олень всегда ходит под управлением человека. Куда ему скажет человек,
туда он и идет. Поэтому мы, например, полностью сняли вот благодаря этому проекту, например, увод домашних оленей нашей популяции. Сейчас радиоошейники помогают исследовать миграцию не только оленей, но и гуся-пискульки, исчезающего вида птиц, занесенного в Красную книгу России. И это не единственные проекты, которые реализуются благодаря финансированию «Алроса». В целом, программа по сохранению биоразнообразия республики является одной из стратегических задач экологической политики «Алроса». Решение этих вопросов должно помочь сохранить и приумножить ресурсы, в том числе чистую окружающую среду для будущих поколений. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск. Сериал НВК «Саха» «Оджулустан» стал победителем всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион», завоевав награду в номинации «Игровой фильм-сериал». Продюсер премии Макар Кожухов вручил статуэтку «Орфей» генеральному директору медиахолдинга Олегу Маркову и автору сценария Катерине Григорьевой Керемес-Сиджай. Сериал «Оджулустан», первый в истории якутского кино 20-серийный проект, вышел на экраны НВК «Саха» в январе-феврале этого года. Съемки проходили в Татинском Улусе, на территории музейного комплекса в селе Чуркёх. В картине сыграли артисты Саха-театра, Нюрбинского театра, театра юного зрителя, а также жители Улуса. Итак, номинация «Игровой фильм-сериал», простите, скажу по-русски, «Огненный Джулустан», НВК «Саха», канал «Вещатель», Саха HD, Якутск. Ну вот видите, вы работали, вы ждали и дождались. Эта победа ваша. Я хочу поблагодарить жюри за то, что отметили нашу работу. Действительно, это работа, которой мы очень гордимся. Эта работа, можно сказать, подняла планку нашей компании, потому что мы сняли сериал о начале 20 века. Это исторический сериал, можно сказать. Третий «Орфей» за 5 лет, и мы готовы дальше творить и делать. Спасибо! Я хочу обязательно сегодня назвать имя писателя Валентины Николаевны Гаврилевой. Наш сериал был снят по мотивам ее повести, и он побил все рейтинги. Если вы сейчас приедете в Якутию и спросите, кто такие вот герои, там, Диана, Анархарах или Хабарас, я думаю, что многие ответят на этот вопрос. И эта работа, она вернула из забвения имя писателя Валентины Гаврилевой. Ей сейчас 82 года, она живет в Якутске в доме пожилых людей. Хочу, конечно же, поблагодарить нашу команду. Лена Эверсова, режиссер, она в прошлом году тоже получала «Орфей» за предыдущий сериал. Спасибо продюсеру Марфе Пермяковой, нашим операторам, девочкам, продюсерам и, конечно же, нашим артистам, самым лучшим артистам якутских театров и любителям артистам, жителям Татинского Улуса. То, что мы видели, это удивительно трудная работа, потому что создать жизнь Якутии начала 20-го столетия довольно сложно. И, конечно же, тот эмоциональный накал, который есть в этой картине, замечательные актерские работы, красота Якутского края. Все это заставляет только восхищаться. Я вас сердечно поздравляю с этой наградой. Момент, когда фольклор встретился с изобразительным искусством. В Якутске стартует выставка «Ожившая песня Ланхо». Каждый экспонат создан руками народного художника республики Владимира Карамзина. Экспозиция приурочена к 95-летию мастера. Выставку посетила моя коллега Эржена Гармаева. Имя Владимира Карамзина для якутского искусства значит действительно много. Мастер еще до всеобщего признания Аланхо понял и отразил в своем творчестве грандиозность эпоса. Под стать литературному первоисточнику величественный герой Карамзина. Если Ботур, то обязательно исполин с внушительным мечом. Интересный контраст. Чтобы выразить такую монументальность, художник обходится минимальными средствами. Даже цветовая палитра преимущественно черно-белая. При этом Карамзин нашел свой язык самостоятельно, без обучения в ведущих художественных вузах страны. Поэтому он сохранил то, что это народную связь с народным искусством, традиции. Он все знал и меньше, наверное, подвергся влиянию западноевропейской академическому образованию, да, и поэтому у него такой стиль.
стиль, да, который в свое время 70-е годы и так далее, да. Но одобрялся, но это Олонко тогда еще не Олонко был, как сейчас, да. Карамзина называют истинным сыном народа Саха, ведь его картины дышат якутской культурой, любовью к ней и своим землякам. Насколько сильны мускулисты борцы, схлестнувшиеся в Хапсагая, настолько же красива девушка с задорным румянцем в традиционном одеянии. Исэх и Асоха, и Кумусапити, и Синакос. Сюжеты картин близки каждому якутянину. Владимир Семенович такой удивительный человек, он, конечно же, всегда обращался к фольклорной теме. Ну, у него была очень такая сильная окружающая артистическая атмосфера, очень эстетическая. Конечно же, художник очень активно общался со своими коллегами по цеху, с графиками. Это Афанасий Петрович Мунхалов, это Валериан Васильев и так далее. И, конечно же, вот эти вот родные корни и общение с художниками, это не могло не прорасти. Так интересно, так декоративно, так по-своему. Познакомиться с творчеством корифеи якутской графики можно в Национальном художественном музее до 14 декабря. Ржана Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. В Ленске полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади Ленина уже установлена и украшена главная новогодняя елка. Подрядчики развесили на 16-метровой красавице 3 километра гирлянд. Сейчас идет монтаж игрушек. Украшение площади продолжится несколькими этапами. В планах установка 7-километрового светодиодного шатра вокруг ели, заливка катка и размещение фотозон. Также к 15 декабря появится снежная горка для детворы. Сделали предварительную корку льда. После того, как закончатся монтажные работы к 1 декабря, мы начнем заливать уже основной лед. И 10-го планируем уже запустить каток с прокатом коньков в ЦДНТ. Фотозона будет перенесена от ЦДНТ сюда же на площадь. Тоже мы будем ее оформлять светящимися гирляндами и фигурами. И традиционный будет у нас конкурс снежных фигур. Всех жителей приглашаем к активному участию, призы хорошие. Главный праздник зимы уже совсем близко. В России начал свое путешествие новогодний поезд Деда Мороза. Первой остановкой состава стал Владивосток. У железнодорожного вокзала дальневосточной столицы состоялся концерт в честь старта предновогоднего тура «Зимнего волшебника». В этом году ему предстоит посетить 70 городов и проехать более 20 тысяч километров. Новый год поезд Деда Мороза встретит в Иванове, а на Рождество он будет уже в Санкт-Петербурге. В столицу России состав прибудет на 2 дня, 2 и 3 января. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. До встречи в эфире.